привет! Мы сегодня будем готовить хэллоуинский сладкий пирог. Нам будет нужен 400 граммов муки, щепотка соли, одно яйцо, 200 грамм масла и сахар 100 грамм. Za uwe fruik ni maya nifta vanting nikunting nari tumpaya katos akea katos ekon talana weruta yasi. Za uwe fruik ni maya nifta vanting nikunting nari tumpaya katos akea katos ekon talana weruta yasi. Za uwe fruik ni maya nifta vanting nikunting nari tumpaya katos akea. A few moments later. Вот так получился страшно вкусный пирог. Я буду показывать, как делать яичницу в форме тыквы. Нужно взять на колбасу, нарезать круг. Ну все, я сделал 2 круга. Это будет глаза. Теперь нужно пойти в кастрюлю, взять 2 яйца. Яичницы. Нужно взять одно яйцо и нож. Нужно пойти к кастрюле. Ну вот, нужно взять яйцо и так сделать ножом. Берем нож, кладем, берем и так делаем, а это мы выбрасываем. Ну вот, первую мы расклеили. Теперь вторую. Это надо сюда. Ну вот, яичница наша уже готова. Нужно взять это и взять, поставить аккуратненько. Второй тоже возьмем. Только немножко криво, но сойдет. Теперь нужно взять это. Ну вот, наша яичница готова, и теперь нужно поставить суп. Ой. Вот. Мы приготовили полностью нашу яичницу. Всем пока. Всем привет! Сегодня мы будем готовить молочный коктейль с ягодами. Для этого нам понадобится 1 банан, 200 грамм молока, 200 грамм бифацила, 1 столовая ложка сахара и 3 столовых ложек ягод. Вы можете взять свои любимые ягоды, а сегодня у меня черная смородина. Так, начнем. Берем банан и режем его на небольшие кусочки.
Берем бананы и ложим эти бананы сюда. Берем молоко и наливаем. Берем бифацил. Берем сахар. И ягоды. Берем блендер и взбиваем. Берем стакан, наливаем. И приятного аппетита! Привет! Сегодня мы будем готовить шоколадный кекс. У нас ингредиенты: 4 столовые ложки муки, 4 столовые ложки сахара, 1 яйцо и 3 столовые ложки молока и растопленное сливочное масло. Сколько? 25 грамм. Угу. 2 столовые ложки какао и все. Вначале берем муку и засыпаем сюда. Берем сахар и тоже засыпаем. Дальше молоко заливаем. Дальше 1 яйцо, еще раз говорю. Сливочное масло и какао. А теперь перемешиваем. Обычно я делаю это в папиной кружке. Ставим на 3 минуты и ложим в микроволновку. Теперь ждем. Вот такой у нас получился. Вот и все. Всем привет! Сегодня я приготовлю фирменную пиццу. Тесто нам понадобится опара. Для того, чтобы сделать опару, нам нужно 2 стакана воды, 2 столовые ложки муки и 1 столовая ложка сахара и полпачки дрожжей и венчик, чтобы это все перемешивать. Наливаем в миску 2 стакана воды, насыпаем муку, сахар, дрожжи и венчиком перемешиваем. Для начинки нам понадобится колбаса, сыр, маринованные огурцы, 2 помидора, лук и зелень.
подошла, мы добавили щепотку соли и муки. Сейчас мы будем перемешивать. Сейчас мы будем делать соус. Для соуса нам понадобится 2 измельченные головки чеснока, 2 столовые ложки томатной пасты, 1 столовая ложка масла и немножко перца чили. И еще зеленый орегано. Еще добавляем соли немножко по вкусу. Сейчас мы раскатаем тесто и будем собирать пиццу. Такого количества тест получается вот 5 вот таких пиц. Разогретую духовку на 180 градусов. Кладем пиццу на 15 минут. Вот такая замечательная пицца у меня получилась. Попробуйте сделать сами. Всем привет! Мы очень любим пиццу. Я хочу приготовить быструю пиццу на батоне. Получается очень вкусно и быстро. Нам нужен батон. Его нарезаем. Для начинки нам нужна любая колбаса, сыр, лук, помидоры, яйца, майонез. Я все нарезала. Теперь все соединяю. Теперь перемешиваем. Теперь кладу яйца. Теперь майонез. Опять перемешиваем.
покладем на батон. Теперь быструю пиццу отправляю в разогретую духовку на 15 минут. Такую пиццу можно брать на природу, на пикник и кушать в обычный день. Всем приятного аппетита! Добрый день! Сегодня мы будем готовить мои любимые оладушки. Для их приготовления нам понадобится 1 стакан воды, который мы уже залили в посудку, и 1 стакан молока. Сколько воды, столько и молока. Потом берем яйцо. Разбиваем его ножиком. Разбиваем аккуратно, чтобы скорлупки не попали в наши оладушки. Потом сразу то, что мы налили сюда, надо чуть-чуть перемешать. Заливаем сюда масло. Сливочное масло, которое мы уже растопили в микроволновке. Перемешиваем. Нам понадобится 1 чайная ложка соли. И соды на кончике чайной ложки. Потом добавляем 2 столовые ложки сахара. И опять перемешиваем. Берем муку. Добавляем муку. Итак, наше тесто готово. Теперь надо прогреть хорошо сковородку и потом заливать наше тесто на сковородку. Берем. Перевернули оладушки и жарим немножко с другой стороны. Вот такие оладушки у нас получилось. Можно подавать с медом, с шоколадной пастой и со сгущенкой. Я люблю со сгущенкой. Приятного аппетита! Привет! Сегодня мы будем готовить фитоспиксы, как и здесь. Для этого нам нужна куриные филе, мука, яйца, соль и специя и кукурузные хлопья. Итак, режем курицу полосками. Нарезали курицу, теперь добавляем соль, специи и перемешиваем. Чай, кукурузные хлопья. Разбиваем яйца и размешиваем. Курицу в муку, в яйца, хлопушки.
Курицу ложим на противень и ставим в духовку до готовности. Вкусные папа-стрипсы готовы. Привет! И меня зовут Тая, а это моя сестренка Вита. И сегодня мы решили приготовить капкейки. Как вы знаете, что скоро намечается праздник Хэллоуин, и мы решили сегодня его справить. Для этого мы украсили нашу квартиру. И сегодня мы будем готовить капкейки. Ну что, поехали готовить. Для начала взбиваем сливочное масло, сахарную пудру и ложку ванильного сахара до белой массы. Теперь добавляем яйца по очереди и продолжаем взбивать. Просеем муку и добавим в нее чайную ложку разрыхлителя. Тщательно перемешаем и добавим ее в емкость. Добавляем молоко и тщательно перемешиваем. Заливаем тесто в формочки и кладем в духовку на 25 минут. Теперь готовим шоколадную глазурь. Ставим на огонь немного молока и какао. Добавляем сахар и постоянно помешиваем. В конце мы добавляем масло, чтобы глазурь была блестящей. Теперь украшаем наши кексы. Надеюсь, вам понравился наш рецепт. Приятного аппетита! Всем привет! Мы будем готовить пальчики для Хэллоуина. Нам понадобится масло, мука, сахар, соль, разрыхлитель, одно яйцо и джем, орехи, сахарная пудра. Мы добавляем масло. Потом сахарную пудру. Потом добавляем яйцо. Потом добавляем. И потом мы перемешиваем здесь. Мы добавляем соль, а потом разрыхлитель. Потом немножко добавляем муку. Потом перемешиваем. Теперь надо перемешать руками. И отправляем в холодильник на 30 минут. Теперь мы делаем пальчики. Примерно так. Теперь отправляем в духовку на 20 минут. Пальчики готовы. Убираем орешек, капаем джем, ложим обратно орешек, и ложим. Пальчики Хэллоуина готовы. Приятного аппетита! Всем привет! Сегодня мы приготовим тосты. Для этого нам потребуется колбаса, хлеб, сыр и немного майонеза. Начинаем готовить. Берем один хлеб, намазываем на него майонез, распределяем, берем колбасу,
кладем сыр, кладем. Потом накрываем вторым. Теперь второй кусок хлеба. Также делаем все. Готово. Теперь надо его разогреть и заложить туда. Теперь пускай греется наш мультипекарь. Вот мы запихнули. Теперь надо хорошечно закрыть. Теперь ждем. Вот и готово. Привет! Мы сегодня будем готовить мою любимую пиццу. Для этого нам потребуется тесто, помидор, сосиски, сыр и кетчуп. Сначала мы раскатываем тесто, потом режем все ингредиенты. На противень ложим наше тесто. Потом смазываем тесто кетчупом. И сверху ложим все наши ингредиенты. И в разогретую духовку отправляем нашу пиццу. И ждем приготовления. Здравствуйте! Я сейчас покажу, как сделать мои вкусные коленчики. Для этого нужно всего 4 ингредиента. 2 яйца, сода на ножике. На кончике ножа. На кончике ножа. Сгущенка и мука. Давайте начнем. Добавим 2 яйца. Потом соды. И все перемешиваем. Теперь добавляем сгущенку полностью. Теперь добавляем сгущенки. Теперь перемешиваем и добавляем муку. Замешиваем тесто. Должно получиться вот такое тесто. Режем на большие кусочки и формируем колбаски. Делаем колбаски. Потом их закручиваем вот такие вот колечки. Наливаем в сотейник растительного масла. Наше масло разогрелось, и мы осторожно ложим в него наши колечки. И обжариваем их с 2 сторон до золотистого цвета. Вот такие красивые колечки у нас получились. Приятного аппетита! Всем привет! Сегодня мы будем делать кей-попсы. Сначала разбиваем 4 яйца. Сейчас тщательно с 1 стаканом сахара перемешаем все. Теперь 1 стакан сметаны. Теперь немножечко муки. Сейчас добавим 200 грамм маргарина.
Теперь добавляем стакан муки и соды по чайной ложке. Теперь это все мы замешали и ложим в печку. Пока там наш бисквит делается, делаем крем. Нам понадобится сгущенка и масло. Наш бисквит приготовился, теперь его нужно раскрошить на мелкие кусочки. Раскрашиваем. И такие у нас мелкие кусочки получились. Теперь это все смешиваем с кремом. Теперь делаем шарики. Вот такие шарики получились, и ложим их в морозилку на полчаса. Пока мы делаем, шарики были в холодильнике, мы делали уже шоколад. Теперь обмакиваем их. И последние, теперь кровавые пальчики. И все, это опять все в холодильнике. Вот такие кексбоксы у нас получились. Сегодня я буду делать вкусный фруктовый салат. Для этого нам понадобятся яблоки, виноград, мандарины, банан и йогурт. Режем банан. Выливаем. Теперь ложим яблоки. Виноград. Мандарины. Теперь заливаем йогурт. Теперь все это перемешиваем. Вот и получился вкусный фруктовый салат. Приятного аппетита! Здравствуйте! Я буду сегодня готовить сосиски в тесте. Так как завтра Хэллоуин, я сделаю их в виде мумий. Я взяла сегодня готовое тесто, и их надо раскатать. Тесто мы раскатали, теперь надо тесто разрезать на маленькие полосочки. Теперь берем нашу сосиску и заворачиваем в наше тесто. Если теста не хватило, берем следующее. Теперь кладем на противень швом вниз. Вот я отмотала все сосиски. Теперь мы должны намазать их
желтком, чтобы наши сосиски стали румяными. Теперь мы делаем нашему муме глаза из перца горошка. Теперь ставим наш противень в духовку, нагретую до 180 градусов, и ждем 20 минут. Наши мумии готовы. Приятного аппетита и веселого Хэллоуина. Всем привет! Я сегодня буду готовить вкусный полезный завтрак для всей семьи. Нам для этого нужно хлеб, 3 яйца, зелень и сыр. Сначала мы натираем сыр на мелкой терке. Сыр получился вот так. Я нарезала батон кармашками. Берем 3 яйца и разбиваем яйца ножичком. Аккуратно, чтоб не попали скорлупки. Немножко соли. Хорошенько взбиваем вилкой. Получилась однородная масса. И добавляем сюда зелень. Перемешиваем. И в кармашке добавляем сыр. Получилось вот так. Купаем хлеб в яичной массе. Жарим с 2 сторон до румяной корочки. Наши бутерброды готовы, выкладываем. Нарезаем огурчики. Такие бутерброды получились. Приятного аппетита! Всем привет! Сегодня я буду делать панкейки. И для этого нам нужно веничек, яйцо, молоко, сахар, мука, растительное масло, соль и сода. Сначала разбиваем яйцо. Теперь добавляем молоко и сахар. Потом перемешиваем. Сейчас добавляем муку. И тоже перемешиваем. И сейчас добавляем соль и соду. Сейчас мы разогрели нашу сковородку, теперь начинаем делать панкейки. Вот так наливаем. Говори. Когда начинается пузыриться, время переворачивать. Мои панкейки готовы, и я люблю их есть с шоколадной пастой. Приятного аппетита! Сегодня будем готовить домашние булочки.
Цепочка. О, да, кстати. Ложку сахара. Чайная ложка. Чайную ложку. Чуть-чуть еще возьми. Это будет моя. Добавляем 1 столовую ложку муки. И все это дело сейчас вымешиваем венчиком. Юра, подожди. Мама, я хочу я. Потом ты сделаешь, хорошо? И сейчас мы это оставим. Нет, не в духовку, в теплое место, да? Чтобы у нас дрожжи ожили. И размешиваем. Хорошенько размешаем. Живую, да, смесь добавляем мы к яичной смеси, да? Да. Миша добавляет аккуратненько. Угу. Дрожжи у нас оживились очень хорошо, шапочка поднялась. Молодец. И венчиком это все размешаем. Венчиком. Теперь мы добавляем муку. А Миша будет размешивать сначала ложкой. Давай размешивай. Потом будем руками месить тесто. Намесил тесто. И теперь ставит смазанную маслом посудку. Давай, бери. Не бойся, сына. Поднимай, как колобочек. Угу. Вот так. Сейчас закроем пленочкой и оставим, чтобы у нас тесто поднялось. Теперь берем 1 желток и чуть-чуть молока и смазываем наши булочки. Угу. Размешай. Угу. Наши смазанные булочки ложим в духовку. Угу. Аккуратненько. Угу. Все, закрывай. Теперь наши булочки готовы, можно пить чай. Приятного аппетита! Молодец.